Здравствуйте, с вами новостная служба Центральноазиатского телеканала, в студии Андрей Рябченко, и сегодня в программе. В Афганистане сбит вертолет Молдавии, в плен попало почти 20 человек. За Умар Али и против Эмомали митинги таджикской оппозиции прокатились от Бонна до Стамбула. Мой дедушка не террорист, а предатель, не лидер нации. Митингующих заботили не только политика, но и отсутствие света, высокие налоги и мзда чиновников. Мы не забыли о ваших тюрьмах. Евросоюз призвал, но как-то тихо, Ислама Каримова освободить политзаключенных. Киргизы окультурят Москву. В России открылся уникальный поликультурный этнический центр Кыргызстана. В Германии, Австрии и Турции прошли акции протеста таджикских иммигрантов, которые выразили недовольство политикой, проводимой внутри Таджикистана. 3 акции в один день стали ответом властям в Душанбе, которые в это же самое время широко праздновали День национального флага, организовав шествие по столице с флагами и портретами Эмомали Рахмона. На плакатах же митингующих были совсем другие портреты и другие надписи. Комитет по делам молодежи, спорта и туризма поспешил заверить, что в шествии в Душанбе приняли участие свыше 30 тысяч человек. Хотя изначально было известно, что каждый из 4 районов столицы обязан прислать на праздник по 2000 человек, хотят они того или нет. Как и всегда, добровольно-принудительно пошли радоваться учителя и медики. Впрочем, были и те, кто радовался вполне искренне. Накануне праздника президент страны в обращении к народу подчеркнул, что мы и впредь под этим священным национальным символом будем проводить свою созидательную политику во имя повышения уровня жизни народа, строительства нового свободного, демократического, правового и светского общества. Судя по всему, как раз строительство демократического и свободного Таджикистана в сугубом понимании Рахмона не устраивает многочисленных таджикистанских иммигрантов, которые провели акции протеста в Стамбуле, Вене и Берлине. В Стамбуле консульства Таджикистана вышли в основном женщины и дети. Они держали плакаты с надписями «Свободу всем политзаключенным», «Мы любим Таджикистан», «Мой папа не террорист». В их руках портреты арестованных членов партии Исламского возрождения, адвокатов и правозащитников, бывшего министра промышленности Зайда Саидова. Мы, граждане Таджикистана, вчера собрались возле консульства Таджикистана в Стамбуле, чтобы провести пикет и выразить свое недовольство в адрес правительства Таджикистана относительно жестких репрессий, которые проводятся в отношении инакомыслящих. У нас есть четкое понимание состояния политических заключенных в тюрьмах Таджикистана. Мы знаем, что к ним применяются пытки, и требуем скорейшего освобождения. Также мы требуем прекратить гонения на верующих и ущемлять их права. В Вене протестующие собрались у здания ОБСЕ. Они попытались привлечь внимание к происходящим в Таджикистане репрессиям. Не забыли митингующие и об умершем в Санкт-Петербурге младенце Умар Али Назарове. Люди потребовали объективного расследования и обвинили режим в Таджикистане в попытке замолчать смерть маленького соотечественника, которая может навредить отношениям с Россией. Мы, граждане Республики Таджикистана, собрались в Вене, чтобы довести до сведения всех правозащитных организаций, в том числе ООН и ОБСЕ, что с их молчаливого согласия в Таджикистане грубо нарушаются права человека. Мы их призвали не закрывать глаза на те пытки и давления в отношении инакомыслящих, которые наблюдаются в Таджикистане, и высказать свою четкую позицию в отношении правительства республики. Мировое сообщество должно принудить власти Таджикистана к соблюдению декларированных демократических принципов. В Бонне акция прошла рядом с зданием Организации Объединенных Наций. На плакатах в том числе были надписи «Хоин Пешвона Мешават», что можно перевести как «предатель не может быть лидером нации». Таким образом, оппозиционеры отреагировали на инициативу парламента Таджикистана присвоить президенту новый титул лидера нации. На всех митингах люди требовали примерно одного и того же. Прекратить гонения на инакомыслящих, снять жесткие ограничения свободы, прекратить массовые незаконные задержания и пытки политзаключенных. Как раз в контексте последнего особенно актуальной становится новость о том, что объявивший голодовку в СИЗО Душанбе арестованный адвокат Нуридин Махкамов вместо послабления режима переведен в карцер. По данным портала Tajinfo.org, Махкамов помещен в карцер в СИЗО номер 1. Власти таким образом пытаются оказать давление на юриста, чтобы он отказался от голодовки. Сегодня идет уже 6-й день забастовки адвоката. Махкамов известен как арестованный адвокат арестованного адвоката Бузургмехра Йорова, который защищал арестованных членов партии Исламского возрождения. До сих пор неизвестно, по какой статье возбуждено против него дело и кто же является его адвокатом.
Если эта информация имеет место, то, конечно, это абсурдно, что человек, находясь в таком положении, для того, чтобы соблюдали чиновники следственных органов его конституционные права, он должен пойти на такой крайней мере, то есть объявить голодовку в целях обеспечения его защитой. Хотя право на защиту – это конституционное право каждого гражданина Республики Таджикистан. Поэтому я считаю, что это нарушение права на защиту, право на справедливое судебное разбирательство. И все эти конституционные нормы вложены в Конституцию, и государство гарантирует соблюсти все эти нормы. Были у митингующих претензии и экономического свойства. Люди требовали преодолеть тотальную безработицу в Таджикистане, дать людям электроэнергию, чтобы жители получали его более 4 часов в сутки, устранить многочисленные поборы госорганов и облегчить тяжелое налоговое бремя. Как раз последнее следует и из доклада Всемирного банка. Согласно рейтингу Всемирного банка, в Таджикистане наблюдается одна из самых высоких налоговых нагрузок в мире. В этом году Таджикистан занял 172 место по размеру налоговой нагрузки на бизнес среди 189 стран. По оценкам международных экспертов, бизнесменов в Таджикистане остается менее 20% от заработанного. Почти 82% уходит в казну. Годом ранее показатель страны составлял 81%. Международный валютный фонд также сообщил, что объем денежных переводов в Таджикистан в этом году сократился почти на 40%. По их же данным, в Таджикистане также наблюдается сокращение объема внешнеторгового оборота. Пессимистические прогнозы подтверждает и само государство. По данным агентства по статистике, в январе-сентябре этого года 20 тысяч частных предпринимателей ушли из бизнеса, сдав свой патент или сертификат на предпринимательскую деятельность. А далее коротко о других событиях в Центральной Азии. В Афганистане на территории Кабула прогремел взрыв, в результате которого погибли 8 детей. Причиной трагедии стало неосторожное обращение с неразорвавшимся боеприпасом. Жертвам было от 9 до 14 лет. Компания детей нашла снаряд и стала играть с ним. Однако это кончилось плачевно. Парламент Таджикистана утвердил изменения в закон о борьбе с терроризмом и официально узаконил блокировку телефонной и интернет-связи в стране. Раньше власти объясняли блокировку интернета и отдельных сайтов техническими проблемами. Мощность героинового производства в Афганистане выросла почти в 50 раз с момента начала проведения в 2001 году силами международной коалиции операции «Несокрушимая свобода». По оценкам ООН, суммарный доход криминальных структур в Афганистане от наркоторговли составляет порядка $3,5 миллиардов, а совокупный доход транснациональных структур порядка $100 миллиардов. С января в Туркменистане всем иностранным компаниям запретили платить сотрудникам зарплату в иностранной валюте. Получку люди будут теперь получать исключительно в манатах, которые не особенно ликвидны за рубежом. Обменять их на доллары практически невозможно из-за очередного запрета властей. По мнению местных наблюдателей, эти рекомендации исходят, скорее всего, от властей по причине острой нехватки валюты и наличных денег в госказне. В Кыргызстане областной суд рассмотрел дело имама Рашота Камалова и ужесточил приговор до 10 лет строгого режима. Ранее районный суд приговорил его к 5 годам колонии поселения, обвинив в возбуждении религиозной вражды, хранении и распространении экстремистских материалов. Адвокаты неоднократно заявляли о нарушениях в ходе дела, но их призывы судом услышаны не были. В Казахстане проводник поезда Актебе-Астана принял у пассажирки роды прямо в вагоне. У женщины во время путешествия начались преждевременные роды. Среди пассажиров медиков не было. В итоге проводник решил отвезти женщину в отдельное купе, где в 2 часа ночи раздался крик новорожденного.
И переходим к другим новостям региона. Накануне в Афганистане боевики движения «Талибан» обстреляли вертолет, принадлежащий Молдавии. Сбитый аппарат сел в провинции Фарьяб, контролируемой талибами. Его экипаж, включая 3 граждан Молдавии, взят в плен. По предварительным данным, на борту вертолета находился 21 человек, включая 18 представителей властей Афганистана и 3 членов экипажа граждан Молдавии. В результате обстрела 3 человека погибли, остальные оказались в плену, их судьба неизвестна. В Минобороны Молдавии подчеркнули, что вертолет был гражданским и выполнял миротворческую миссию. Однако они заявили, что среди экипажа не было граждан Молдавии. Ситуация осложняется тем, что Молдавия не имеет посольств ни в Афганистане, ни в других странах региона. По некоторым данным, помимо молдаван, на борту было 6 украинцев. В Афганистане всего 7 вертолетов частных молдавских компаний принимают участие в миротворческой операции под эгидой ООН. Они участвуют в перевозке грузов, беженцев и представителей международных организаций. Евросоюз призвал Узбекистан освободить всех заключенных правозащитников. Подчеркнул, что по-прежнему серьезно обеспокоен сообщениями о жестоком обращении или пытках задержанных. Обращение прозвучало накануне в Ташкенте, где проходит 9-й раунд ежегодного диалога по правам человека между Европейским Союзом и Узбекистаном. Информации об этой встрече практически нет, причем не только с узбекистанской, но и с европейской стороны. Вся информация завуалирована обтекаемыми формулировками. Так оказалось, что Евросоюз приветствовал значительный прогресс, достигнутый в деле ликвидации использования детского труда в республике. Между тем, по данным правозащитников, детский принудительный труд до сих пор повсеместно используется Ташкентом. Елена Урлаева, глава правозащитного альянса Узбекистана, заявила, что в Узбекистане студентов вынуждали дать тайные расписки о том, что неучастие в сборе хлопка – преступление. В доказательство она привела образец такой расписки. Я получил полное представление о том, что хлопковое сырье является национальным богатством, необходимым для повышения экономики нашего государства, роста его оборонного могущества, а также о правах и обязанностях. Считаю неучастие в сезоне сбора выращенного хлопкового сырья действием вопреки интересам Республики Узбекистан, направленным против порядка деятельности органов власти, управления и общественных объединений института. Если я неучастием в сборе выращенного в 2012 году урожая хлопка нарушу правила внутреннего распорядка института, то от меня и моих родителей не будет никаких возражений на отстранение меня от учебы. В Москве накануне открылся уникальный поликультурный этнический центр. Как пообещали организаторы, центр станет одновременно и учреждением культуры, и образовательным проектом, и дискуссионной площадкой. Под его сводами смогут трудиться и дети, например, в кружках и студиях, и мигранты, которые получили площадку для обсуждения своих проблем. Центр открыл двери как для москвичей, так и для мигрантов. Для первых это возможность познакомиться с иной культурой, которая отпугивает не своими свойствами, а именно неизвестностью. Для вторых это не только глоток родной культуры, но и образовательный ресурс для детей-мигрантов, которым зачастую в российской столице не находится места. Впрочем, сказать, что центр будет работать исключительно в направлении Кыргызстана, нельзя. Уже сейчас центр начал сотрудничество с Россией и Таджикистаном. Наводятся мосты с центральноазиатскими диаспорами. Как поведали организаторы, уже сейчас при центре сформирован хор женщин-мигранток, квартет поющих мужчин и группа этнических танцев. Это достаточно уникальный проект, насколько и пилотный проект, можно сказать, насколько она приживется и насколько это будет, мы будем стараться, конечно. Вот на сегодняшний день предложение поступило от УФМС правительства Москвы взять наш проект под шефство и помочь нам реализовать национальную программу Российской Федерации для того, чтобы как бы урегулировать вопросы межнациональных отношений. Вот. И поэтому мы думаем, что этот проект станет достаточно уникальным, и если приживется и пойдет на развитие, то такие мультипликационные проекты будут по всей на федеральном уровне, естественно, мы надеемся, и прежде всего в разных частях города Москвы. С вами была новостная служба Центральноазиатского телеканала. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До свидания.